В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Паромы по маршруту Якутск-Нижний Бестях в преддверии Эсэха начнут работу в усиленном режиме. Расскажем, сколько паромов выйдет на линию и как изменится скорость логистики. В Якутии стартовала эстафета огня Игорь Манчары. Огонь зажгли в родном Аласе Василия Манчары в Мегино-Кангаласском районе. Историческое событие. На Ленских столбах состоялась первая регистрация брака на высоте в 220 метров. «Газпром» нефти Якутии укрепляет стратегическое сотрудничество. Глава республики Айсен Николаев и председатель правления организации Александр Дюков заключили соглашение о партнерстве. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам внедрения передовых технологий для эффективной экологической добычи углеводородов на территории республики. Сегодня с рабочим визитом Мегино-Кангаласский район посетил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. В ходе поездки осмотрели ход строительства больничного комплекса, который возводится в рамках национального проекта здоровья в селе Майя, рассчитанный на 33 койки и на женскую консультацию. Комплекс готов на 24%, строительство ведет компания «Адгезия». Здесь отметили необходимость ускорения темпов и завершения стройки в срок до декабря этого года. Также осмотрели и ход строительства по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, домов на улице Исаева, 96 и по улице Героя Попова, 40. Хочу отметить, что здесь последние годы Мегино-Кангаласский район, так скажем, широкими шагами идет в сторону развития. Это очень отрадно. Здесь отмечу хорошую работу районной администрации, ну и, безусловно, поддержки республиканской власти. Особое внимание вызывает строительство больничного комплекса село Майя. Здесь, конечно, вопросы есть у меня как заказчику, так и, безусловно, подрядчику. Сегодня мы затребовали, чтобы отставание было наверстано. Ну и будем, конечно, ежедневно контролировать, чтобы объект долгожданный, который здесь строится, он был введен. Далее работа Дмитрия Садовникова продолжилась в Амгинском районе. Работа комиссии началась с осмотра хода асфальтирования дорожного полотна на ключевом участке трассы. Далее группа приняла участие в выездном заседании Постоянного комитета Госсобрания Ултумен по строительству, ЖКХ и энергетике. Центральной темой обсуждения стали актуальные проблемы обращения с жидкими бытовыми отходами в муниципалитетах республики. Сегодня в Амге построена водоочистная станция, водозабор. Шикарный объект, высокотехнологичный, высокой производительности. Ну, как следствие, логично, что должна быть канализационно-очистная станция. 1500 кубометров в сутки вода, которая поступать будет на слег, она куда-то должна уходить. Я постарался вот сегодня привести в район всех заинтересованных министров. Да? Очень поддержал Дмитрий Дмитриевич Садовников. Хотел бы сказать, что мы очень тесно и плодотворно с ним работаем. Это действительно проблема уже назревшая, переназревшая, можно сказать. Все предложения, которые были сегодня озвучены в ходе круглого стола и муниципального часа, нами поддерживаются и находятся, как говорится, в обсуждении и в работе. Все держит, как говорится, тяжелая финансовая ситуация. Это, как говорится, открыто говорю. Но при этом надо двигаться, все равно не сидеть на месте. С сегодняшнего дня в районах республики начнут отмечать национальный праздник Эсэх. Традиционно в этот период существенно возрастает нагрузка на паромные переправы. В связи с этим речники перешли на усиленный режим. Будет ли увеличен тариф и какие нововведения ожидаются на переправе, знает Даяна Федорова. С наступлением лета наблюдается значительный рост числа пассажиров, стремящихся пересечь водные просторы. Паромщики принимают все необходимые меры для бесперебойной работы. Сейчас курсируют порядка 10 паромов. Только один вмещает в себя до 60 легковушек. Почаще бы ходили, а то долго стоим в очереди. Ну вот, в прошлый раз я ждал 2 с лишним часа. Сколько я не езжу в Бестях, там, в Заречные районы, возвращаться всегда дольше, очередь дольше, длиннее. Поэтому, думаю, надо усилиться на Эсэх.
Несмотря на ожидания в накопителе, интервал движения паромов будет сокращен с 30 до 20 минут. Что касается тарифов, повышения не ожидается. Цены на легковые автомашины варьируются от 1250 до 1950 рублей за машину, в зависимости от ее габаритов. Оплата за пассажира составит 350 рублей. Машины увеличиваются в связи с праздником СЭХ. Потом будет также Ирманчар будет. Потом у людей начнутся ягоды, грибы. В принципе, мы готовы, все. Самое главное, чтобы соблюдать, чтобы люди не нервничали, чтобы все понимали, заезжали в линии, в накопитель и стояли в очередь. Паромщики работают с 5 утра до 12 часов ночи. Как утверждают представители организации «Паромы Якутии», система накопления оправдала себя. Для улучшения зоны ожидания разрабатывается проект, на который будет выделено около 130 миллионов рублей. Проектная документация на бетонирование площадок накопителя уже готова, прошла государственную экспертизу. Сейчас, опять же, с министерством прорабатываем, чтобы здесь подрядная организация пришла, на конкурсной основе выиграла тендер и забетонировала площадки накопителей. В этом же проекте рассматривается вопрос о том, чтобы при въезде в накопитель поставить специальные кассы, да, в простонародье будки, для того, чтобы водители, заезжая в накопитель, оплачивали сразу за проезд и спокойно ждали свою очередь. С учетом повышенного спроса специалисты призывают пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать возможные задержки. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. Граждане страны, достигшие предпенсионного возраста, с 1 января смогут получить статус предпенсионера без подачи заявления. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина. Депутат уточнила, этот статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. По ее словам, для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Получить ее можно онлайн на портале госуслуг, через Социальный фонд России, а также через офисы МФЦ. В эти дни в Верхневилюйском техникуме проходят демонстрационные экзамены. Например, по специальности мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей из Вилюйского колледжа приехали сдавать экзамен сразу 35 студентов. В 2 смены на 2 модулях – это электрика и ходовая часть, каждый из них за 2 часа 20 минут. А студенты специальности защиты в чрезвычайных ситуациях демонстрируют свои знания и умения по 10 видам различных задач. Нынче выпускников 19 человек. Так, на сегодня у меня сдали 9, и вот 1 смена сдает. Ну, что можно сказать? Кто подготовлен, тот и сдает, конечно, хорошо. По требованиям демонстрационного экзамена у нас все подготовлено для сдачи и проведения. И экспертами у нас работают наши работодатели, скажем, да, партнеры. Это АО «Водоканал» и Верхневилюйская центральная районная больница. В этнографическом комплексе Усихатын Тюгельге НВК Саха установили 3-е СРГ. Канавяз посвятили 95-летию якутского радио, одного из старейших средств массовой информации республики. СРГ высотой в 7 метров символизирует связь времен, олицетворяя уважение к традициям и развитие национального вещания. Церемония прошла в торжественной обстановке и сопровождалась обрядом алгыс и танцем асохой. Праздничное мероприятие посвятили юбилею якутского радио. До этого мы провели соревнования, республиканские соревнования по борьбе хапсагай, посвященные 95-летию якутского радио. Предстоят еще несколько концертов, еще конкурсы. И у нас день рождения якутского радио именно 7 ноября. Поэтому тоже планируем провести наш долгожданный юбилей. Историческое событие на Ленских столбах. Состоялась первая регистрация брака на высоте в 220 метров. Напомню, в прошлом году в Якутии были определены 3 новые площадки для торжественных регистраций брака. Это парк культуры и отдыха, площадь Республики в Якутске и, конечно же, Ленские столбы. Именно здесь, на вершине столбов, сегодня первыми обменялись клятвами любви и верности Уюсхан и Айталена Семеновой. Их история любви началась здесь же. Молодые люди познакомились, работая в ресторане Ленские столбы в местности Батамай. Поэтому они приняли решение скрепить свой союз именно в этом священном для них месте, которое их и связало.
Мы думали, что парк Ленские столбы будет популярен для жителей Хангаласского улуса. Но, как показала практика, подали заявление не только молодожены, женихи и невесты, не только из Хангаласского района, но и со всей республики. Например, какие? Например, Верхоянский район, город Якутск, Намский район. В общем, мне кажется, что это будет довольно популярная площадка. И мы надеемся, что те браки, которые будут заключены в этой необычной местности, они будут самыми счастливыми. В родном Аласе Василия Манчары 20 июня зажгли благословенный огонь 22-й спартакиады по национальным видам спорта, которая состоится уже с 7 по 12 июля в Татинском районе. Эстафета пройдет по селам Мегино-Кангаласского района, Якутску и дойдет до места проведения самых масштабных соревнований этого года. Я мечтал увидеть это место, потому что много лет изучал Манчары, писал о нем книгу, даже ее скульптуру создал. И для меня это большая честь увидеть, и увидеть не только его, скажем так, балаган, где он, на том месте, где он родился, но и вот эту сосну. А я знаю по литературе, что он сюда, когда сбегал из каторги, постоянно сюда возвращался. Здесь он пел песню. Пока наследие Манчары есть, память о нем есть, якуты будут сохранять тот же дух, самобытность, этническую самобытность. Стартовал этап Кубка мира по стоклеточным шашкам. В состязании принимают участие 112 игроков из 8 стран, в том числе Бразилии, Узбекистана, Монголии и других. Команду хозяев представляют 18 спортсменов. Борьба за лавры первенства проходит в 2 дисциплинах – рапиде и блице. Победители и призеры будут выявлены по итогам партии в 9 турах. Итоги же соревнований подведут завтра. Я уже не первый раз, это уже 4-й раз. До этого были интересный матч с Гаврилом Колесовым, 2 кубка Илдерхана. Один из мне удалось выиграть 2 года назад. Приезжаю всегда, очень интересно. Якутия очень интересный регион, гостеприимный. Спасибо всем организаторам, участникам, которые приехали сюда. Действительно, дорога не самая простая сюда. Плюс помимо того, что он еще в этом году и международный Кубок мира. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи в дальнейших эфирах.